Кто нас? Уважаемый Имам Али Шарипович, спасибо большое, что приехали к нам на торжества по случаю Дня Победы. Это наш общий праздник. Мы с вами многократно говорили об этом, в том числе и вчера, и сегодня, в течение наших встреч и контактов. Благодарю вас за слова соболезнования, выраженные вами. Вы были одни из первых, кто сказал об этом по случаю терактов в Москве. Наши специальные службы активно работают для купирования общих угроз, потому что терроризм представляет угрозу для всех стран, для России, для Таджикистана. Работа эта налажена, коллеги в тесном контакте находятся друг с другом. Мы с вами поддерживаем эту работу и будем это делать дальше. А что касается других составляющих, прежде всего экономики, то должен с удовлетворением отметить, что Россия остается главным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Мы занимаем первое место по уровню товарооборота. Причем отношения наши развиваются все активнее и активнее по очень многим направлениям, и это не может не радовать. У нас есть возможность сегодня обсудить всю совокупность нашей совместной работы. И еще раз хочу сказать, что очень рад вас видеть. Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо за приглашение, за гостеприимство, прекрасные условия. Во-первых, хотел бы поздравить вас с праздником Победы. Это наше общее, вы правильно говорите об этом. Я вчера в своем обращении к народу говорил, что 50% трудоспособного населения тогдашнего Таджикистана участвовали в войне, и 300 тысяч. Что касается наших двусторонних отношений, оно идет по нарастающей торгово-экономическому сотрудничеству, в гуманитарной сфере. Что касается борьбы с терроризмом и экстремизмом, вы знаете, более 30 лет наша позиция такова. Неоднократно я заявлял с трибуны ООН о том, что мы против двойных стандартов в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Терроризм не имеет национальности, не имеет религии, не имеет родины. С ними надо бороться сообща. Везде и всюду. Наши спецслужбы работали все эти годы очень хорошо и работают, продолжают работать. Но, к большому сожалению, трагедия, которая случилась, народ Таджикистана и правительство, я лично позвонил вам, мы сами пережили и до сих пор, более 30 лет, воюем против экстремизма, терроризма. Не просто понаслышке знаем, что такое экстремизм и что такое терроризм. Вы знаете, где там находится Таджикистан, так? Поэтому это глобальная проблема. Что касается некоторых других вопросов, я думаю, что, конечно, наши недруги хотят поссорить различными методами, путем. Но я думаю, что то, что наши позиции, вы знаете, что Россия для Таджикистана является стратегическим партнером и союзником. Россия имеет самую большую военную базу за пределы своего государства именно в Таджикистане. Все эти годы мы не меняли свою позицию и не собираемся менять. Нам надо еще продолжать, нам надо работать, нам надо вместе бороться с глобальными вызовами, глобальными угрозами. И, конечно, сегодня я хотел бы с вами обсудить некоторые вопросы, особенно по отношению наших трудоиммигрантов. Это для нас очень такой щепетильный и один из главных вопросов, поскольку демографический уровень в Таджикистане 2,5 роста населения ежегодно. Это был один из бывших советских республик, который во всех комсомольских стройках, крупных стройках участвовали таджики. И сейчас участвуют, строят, особенно в строительстве. Таджики – это очень древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру, цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно
неприемлемо, то, что это наносило очень серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традиции нашей нации. А мы будем в дальнейшем работать с вами в тесном контакте. Прибывая перед вылетом, я открыл крупнейший мемориал в честь участников Великой Отечественной войны, Парк Победы, с участием представителей Государственной Думы Российской Федерации. Это уникальное место, самое достойное место одушевления нашей столицы. Это говорит о многом. Вы знаете, лично мое именно отношение к культуре, истории, русскому языку и вообще наши личные доверительные отношения. Поэтому мы хотим жить в цивилизованном мире. Россия всегда была, я думаю, что останется центром светской цивилизации в постсоветском пространстве. Присутствуя на этой торжественной мероприятии, действительно, это наш общий праздник, который нас объединяет. Так и есть. Ну, поздравляю от всей души, Спасибо. поздравляю весь народ бывшего Советского Союза с этим очень уникальным историческим победой. Спасибо. Спасибо.